Целый цикл статей Мустай Карим посвятил себе, своему творчеству, родному башкирскому народу, своей родине Башкирии, и назвали «Думы о родине». Одно из этих произведений называется «Башкирское тавро». О, страна хазретов, страна Колыма, страна женщины-рабыни, где крепче железа темь, когда же будет рассвет? Когда будет? Этот стон вырвался из груди человека, в ком билось благородное, нежное сердце. Он был русский, но печаль была башкирская. Когда же будет рассвет? Этими думами о башкирском крае провожал он последний год 19-го столетия. Минуло целое тысячелетие, наполняя степи от Урала до Каспия топотом и ржанием диких башкирских коней. Минуло долгое тысячелетие, оставляя за собой протяжные, раздольные башкирские песни. Сменяя друг друга, шли времена и поколения, то героические, то заурядные. Худшие времена и робкие поколения создавали возвышенные легенды и героические поэмы о прекрасном, но невозвратном минувшем, о недосягаемой силе и отваге предков. Эти творения, и песни, и легенды, и поэмы дошли до нас, как драгоценные дары потомкам. Я люблю их, восхищаюсь ими, как всякий преданный и благодарный отцу сын. Я черпаю из этого родника вдохновение живительной силы для своего скромного творчества. Мустай Карим не просто башкирский поэт, драматург, прозаик. Он человек эпоха, человек интернациональный. Ведь никто другой, как Мустай Карим, сказал такие замечательные слова, такие искренние, идущие от самого сердца, наверное, всего башкирского народа. Не русский я, но россиянин. Спасибо вам, Мустай Карим, за эти добрые, эти чудесные, эти замечательные слова.